Эту удивительную на самом деле книгу написал татарский филолог, ученый, писатель из Набережных Челнов Рафис Салимжанов. Выпуск 36. Тюркизмы в истории России. Тюркизмы вошли вплоть в основу русского языка. Получается, что эти народы так были близки друг с другом, но как теперь мы, татары, знаем татарский язык и прекрасно общаемся на русском языке, так называемые древние русские, так называемые, знали тюркский язык и прекрасно общались на этом языке. Вот о чем идет разговор. И знали они этот язык так хорошо, что он вошел в быт, в основу существования. Изучили, и употребляем же мы английское слово «компьютер». Изучили, и употребляем же мы слово «хакер», «файл», «программа». Вот так и вошел в быт русского народа, как компьютер в наше время, слово, например, «лошадь». Лошадь. Алашаат идет от тюрков. И это было компьютером, передовой технологией какого-то века. Кстати, никому этого не говорите. Могут обидеться. Славяне воевали пешими. И еще такой вот казус. Даже слово «деньги» в русском языке идет от тюрков. И это было компьютером, передовой технологией какого-то века. Выдержка из какого-то там учебника. Славяне ценными мехами платили дань. Они явились эквивалентом денег. Совершенно верно. Платили шкурой белки. И эта белка являлась эквивалентом денег. Белка по-тарабарски, по-тюркски, тарабарски, тюркски мы говорим. По-тарабарски тиин, от которого пошло слово тенке, от которого вышли исконно русские деньги. И слово чугун тоже идет от тюрков. На татарском языке это слово чуин. И железную дорогу татары раньше называли чуюн-юл, то есть чугунная дорога. Обработка чугуна была тоже компьютером и передовой технологией какого-то века. Речь идет не о 2, 3 или 4, 5 словах, о которых нам талдычили, а от тюркско-татарского талдыру, заставлять устать, русские слависты талдычили. Речь идет об основе языка, о состоянии погоды, об основных терминах земледельчества, коммерческой и хозяйственной деятельности народа. Смотрим таблицу. Амбар. Амбар. Айран. Айран. Аршин. Аршин. Базар. Базар. Балаган. Болаган. Батман. Ботман. Баран. Бәрән. Барсук. Бурсык. Бога. Бык. Разда. Буразна. Бочка. Мичка. Буран. Буран. Дальше. Следующая таблица. Буря. Быра. Гусь. Каз. Деньги. Тенке. Ини. Ине. Каланча. Каланча. Камыш. Камыш. Канава. Канау. Каза. Кәдя. Кулак. Кул. Кумач. Кымач. Квас. Куас. Лабас. Лапас. Лар. Ләріс. Мох. Мук. Авин. Әвен. Палата. Пулат. Печь. Піш. Пурга. Быра. Сапаги. Сап. Аяк. Сарай. Сарай. Скирт. Скерт. Склад. Кілет. Скот. Кету. Солома. Салам. Сукно. Суккан. Хна. Кына. Такта. Тохта. Товар. Туар. Топор. Тапу. Топар. Туман. Тыман. Тулуп. Тылып. Тушка. Тушка. Ураган. Ураган. Цыпленок. Чиби. Чердак. Чардак.
чулан – чылан, чулок – чылгау, штаны – ішкі тун, шабаш – шабаш, шабашник – бесшабашный, шалаш – шалаш, яйла – джайляу. Кстати, вспомнил русскую народную, подчеркнем, народную песню, где есть слова «шалаш» и «палата». «Не ищи меня, богатый, ты не мил моей душе, что мне, что твои палаты с милым раей в шалаше». Автором этой русской народной песни является казанский татарин Нигмат Ибрагимов. Его стихотворение, впервые напечатанное в 1815 году, приобрело необычайную популярность и стало народной. Нигмат Ибрагимов также является автором и другой широко известной русской народной песни «Во поле березонька стояла, во поле береза стояла, во поле кудрявая стояла, люли-люли стояла». Мне тут самому интересно вот что. Нигмат Ибрагимов слова песен писал почти на татарском языке. Палата, шалаш, кудрявый и другие. А взял да запел эти песни русский народ. Я вас не убедил? Значит, будем петь дальше. Ямщик, не гони лошадей. Ямщик от тюрко-татарского ямчы. Лошадь, как мы уже говорили, от тюрко-татарского алашаат. Не убедил. Сиреневый туман над нами проплывает. Дальше будем продолжать. Туман, тыман. Татарское слово тыман, туман. Сиреневый туман. Дальше будем продолжать. Выйду на улицу, солнца нема. Улица происходит от тюрко-татарского юл. Дорогая наша столица. Москва, разумеется. Столица происходит от тюрко-татарского эсталь, стол, который означает верхний. Таких слов типа улица, столица достаточно много в русском языке. И посмотрите, что происходит, если, как говорит Козьма Прутков, зреть в корень. Кузница, как я уже говорил, происходит от тюрко-татарского кус, кора, дерево. Куница происходит от тюрко-татарского кун, обработанная кожа, кун. Станица происходит от тюрко-татарского стан, военное поселение. От этого же слова образованы названия стран: Татарстан, Узбекистан, Таджикистан, Афганистан, Кыргызстан, Туркменстан, Башкортостан и так далее. Примеров бесконечно. О каких диких кочевниках можно вести речь, когда основные термины обработки железа и чугуна, обработки земли, сева и сбора урожая, урожай, уру, урыш, хозяйствование, торговля, состояние погоды, система мер взяты из тюрко-татарского языка? Получается, да, были тюрки кочевниками. Но были они, оказывается, не только кочевниками и не столь уж катастрофически дикими, как нам их обрисовали. Не так все просто это было, как представляется российским историкам, которые смотрят на мир только со своей каланчи. Каланча тоже тюрко-татарское слово. Каланча. Как объяснить тот факт, что даже слово «отечество», «отец», «отчизна», «отчий край», «очаг», «род», «родина», «народ», «наука», «книга», «брат», «брак», «внук», «богатырь», «стена», «печь» – все эти слова взяты из тюрко-татарского языка. Как это объяснить? Ничем иным, как тем, что древние племена русичей знали тюркский тарабарский язык как родной и прекрасно умели общаться на этом языке. Что досмотрели видео до конца, следите за нашими выпусками, продолжение следует. Давамы бар.